Прибывшие в Турцию для обучения из Восточного Туркестана, находящегося под оккупацией более 70 лет, студенты университета Улудаг по случаю праздника Разговения представили жителям города Бурса традиционный танец сама. Данный танец был запрещен китайскими властями в 2017 году. После окончания праздничной молитвы студенты-уйгуры поделились с турками своими традициями, которые насчитывают более 400 лет. Местные жители с интересом приняли участие в мероприятии уйгуров. Сайрагуль Саудбай, раскрывшая подробности творящегося беспредела в лагерях китайского режима, была вынуждена покинуть Казахстан. Адвокат Айман Умарова сообщила, что 3 июня Сайрагуль вместе со своей семьей прибыла в Швецию. В апреле Сайрагуль дала подробные показания о насилии над заключенными в лагерях политического перевоспитания. На суде, прошедшем в августе в городе Алматы, было принято решение об отказе ее экстрадиции в Китай, а также выдаче гражданства Республики Казахстан. После чего бывшая узница обратилась к правительству Швеции. Депутат партии «Справедливости и развития» Мустафа Янер Оглу строго осудил Мурата Улкера, который, вопреки репрессиям в Восточном Туркестане, заявил, что разделяет позицию китайских властей. Янер Оглу подчеркнул, что когда речь заходит о мусульманах Восточного Туркестана, на первый план искусно выставляются радикалы, которых обобщают с простым народом, используют в политических целях и, самое главное, в уничтожении ни в чем не повинных людей. По случаю 30-й годовщины событий 4 июня, произошедших на площади Тяньаньмэнь, тысячи людей вышли на улицы Гонконга для того, чтобы почтить память жертв 1989 года. По сообщениям организаторов мероприятия, в парке Виктории зажгли памятные свечи более 180 тысяч человек. Однако полицейские заявили, что число собравшихся не превысило 37 тысяч. Министерство иностранных дел Китая издало указ о запрете поездок в США. Теперь за посещение штатов гражданам Китая грозит допрос, грубое отношение правоохранителей и даже тюремное заключение. Указ министерства будет действовать до конца года. После праздничной молитвы в городе Нахрейн афганской провинции Баглан произошел теракт. Во время взрыва, который прогремел у дверей мечети, погибло 2 человека. Организаторы теракта неизвестны.